Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы находимся в мастерской, где создается такой известный уже, наверное, якутский бренд. Называется он Мечик. Это ароматы для дома, для декора. И я рада вам представить и самой познакомиться с Даяной Герасимовой, основательницей, хозяйкой, этого бренда. Даяна, очень приятно. Взаимно. Расскажите нам немножко, для начала давайте познакомимся, как вот вы занялись именно свечами и почему такое вот особенное место в вашей жизни занимают свечи? Получается, в 2024 году я обратилась к одному коучу, можно сказать. Получается, я очень долго работала в школе после института и не знала, чем заниматься, и хотелось какой-то творческой деятельности, и чтобы была какая-то карьера. Так как в школе я, скорее всего, через 20 лет могла бы стать максимум завучем, и то не факт. И у меня произошел какой-то кризис, я не знала, чем заниматься, и я обратилась к одному специалисту. Он сказал, можешь заняться творчеством, если хочешь рисовать, петь и так далее. Но так как петь я не умею, рисовать я особо тоже не люблю, он посоветовал, попробуй заняться свечками. Я такая подумала и решила сделать это как в виде хобби. Мне это очень понравилось, и просто делала для себя на гипсовых изделиях и так далее. Начала экспериментировать. Был юбилей мамы моей, как раз мы там сделали, получается, как в качестве призов для гостей. И как раз там подхватила моя двоюродная сестра, она сказала, ты это сама сделала, давай проведи для племянницы мастер-класс. И я, получается, такая, хорошо. И такие быстренько, что-то на следующий, через недельку, что ли, провела для сестренки, точнее, для племянницы мастер-класс, которой было в то время лет 9, И ей понравилось, мне тоже, так как у меня был опыт преподавания все-таки, и для меня это было легче. Да, легче. И после этого что-то я этой идеей загорелась, и как раз будет, получается, новогодние каникулы. И сестре двоюродной предложила, давай вместе, как-то какой-нибудь мастер-класс проведем. И она быстренько собрала людей. Я поговорила со своими подружками, у них есть творческая студия, тоже художественная. Я сняла у них помещение на один день. И провели первый мастер-класс на 9 человек по гипсу и по свечкам, получается. Вот так сразу, да? Но это был экспериментальный, очень смешно. Если так подумать, конечно, там опыта было очень мало. И, конечно, не такой уровень, как сейчас. Но всем понравилось, мне тоже, и я начала постепенно проводить у них в студии. И потом, через некоторое время, получается, это было в январе, и в апреле где-то я увидела рилс, что тут одна девушка была, которая ищет соседку по творческой студии. Я такая просто для прикола пришла сюда, на разговор. И она сказала, давай вместе, я тебя принимаю, и будем тут вместе работать. И вот так и все началось, так сказать. Начинала я с ярмарок на Любимаркете, которая самая крупная. Я там впервые, когда свечи сделала, свечи, диффузоры и так далее, сашишки. Помню, как первый день стояла одна, и это было в преддверии 8 марта. Там был прям огромный ажиотаж. И я приехала туда в 11, и в 3 часа у меня практически все уже раскупили. Я такая, ничего себе, я там за один день, зарплату учителя заработала. И прям поняла что это мне нравится, плюс это тут в творчестве же нет ограничений. Но это еще больше вдохновило, наверное, да? И после этого, получается, я сюда приехала, переехала, открыла и постепенно уже начали работать. И еще такой случай был, что у меня соцсети даже вести очень трудно, да? И как-то я один раз контактировала с одной девушкой, у нее появилась был рилс, там, где она делала такие аффирмационные обои для телефонов. Я ей написала, можно ли взять их, я хочу приклеить их на свечку. И мы на 8 марта... Коллаборация. Как коллаборация. Я сказала, я тебе свечку дам, ты мне разреши это использовать. Как здорово. Да. И спустя некоторое время, в апреле, эта девушка мне пишет,
я вот сейчас учусь на СММ, я увидела то, что у тебя как раз, типа, ты этим занимаешься, я хочу, типа, с тобой поработать. И вот мы до сих пор с ней вместе, мой СММ была, и мы начали с ней вместе работать. Она, вот, получается, встречалась от соцсети, а я, ну, тут как бы химичила, творила, можно сказать. И вот постепенно, маленькими шажками мы пришли к этому, и через некоторое время, получается, 9 ноября мы открыли свой первый магазинчик, ну, корнер, точнее, в ЦУМе на Ленских столбах на 2-м этаже. И в данное время оттуда приехали мы в Сахэкспоцентр на 4-м этаже, у нас тоже стоит островок, там, где продаются наши свечки, саше, ну, все такие именно связанные с ароматами дома. Вот так, если взять вкратце, да? Ага. Ну, не терпится приступить, да? Да, давайте. Ага. Сегодня мы будем делать свечи варенья, да? Называется мастер-класс. Ароматическую свечку мы будем сегодня делать. Для этого нам необходима емкость для свечи, фитили, может, тут они двойные, деревянные, фитиледержатель и наклеечка для фитиля. Ну, все остальное я вам дальше расскажу. Вам нужно взять сразу вот 2 фитиля вместе, вот одновременно держать. Фитили у нас деревянные и двойные должны быть обязательно, чтобы свеча хорошо горела. Нужно фитили, ставить фитиледержатель сразу. Вот, кладете вот сюда. И прям вот. Да? Тут есть наклейка. И так, нужно взять один защитный слой снять и на дно фитиль. Ой. Да, все правильно? Правильно? Да, так? Да. Берете фитиль. Ну, вот можно взять. И приклеить к липкой стороне. Да. Давайте сейчас сперва потренируйтесь. Нужно найти середину, чтобы она была в середине. Потому что у вас будет только один шанс нормально его запустить. Все, теперь да? И все, хорошенько. Кривовато, ну ладно. Так, сейчас можно сделать по-разному, получается. Типа вот такие градиенты. Будем делать? Это что? Вот это? Нет, вот как на этой свечке. Ну, чтобы узор можно сделать. Можно, да. давайте. Наливаем воска, да? Да, наливаем чуть-чуть воска. Это нужно для того, чтобы сделать какой-то градиент. Потом добавляем пигмент. Тут каждая свеча становится индивидуальной, и можем сделать такие как бы полосы. Да, он работает как чайник. Это у нас ювелирные весы. Еще. 150 сколько? 5. Прям четко ровно, да? Да. Так, 155 граммов воска мы заливаем. Сколько? 8 или 9. 8 или 9. Арома масла. Арома масла, да? Такое. Катерина выбрала Черное море. Кстати, он очень популярен даже среди продаж. 8-9. Сейчас я вам дам термощуп. Это нужно для смешивания аромата, и нужно соблюдать температурный режим обязательно. Термометр, да? Да, он измеряет температуру воска. Мы обязательно соблюдаем температуру. Нужно хорошенько перемешаете, как чай с сахаром, и смотрите на показатели. Он должен стоять по Цельсию. Получается, сейчас он будет увеличиваться, и потом, когда будет стоять на одном месте и постепенно снижаться, это будет фактической температурой. И мы должны дождаться, когда воск застынет до 55 градусов. Постоянно помешиваем, да? Ну, это очень самый долгий процесс, можно так сказать. Перемешивайте. Воск нужно хорошенько перемешать, чтобы аромат и воск вместе как бы заиграли. Вот мы, получается, использовали кокосовый контейнерный воск. Воск сам по себе отличается, есть контейнер и формовой воск. Тут разная температура плавления, и чтобы делать именно свечку вот в таких емкостях, мы используем такие воски. Ароматы у нас все премиальные, очень хорошо, у них очень хорошая аромоотдача, и они более такие гипераллергенные, можно сказать. Это вот вы специально заказываете где-то, да? Да, заказываем.
потому что, ну, конечно, логистика у нас очень долгая. Даяна, ну вы часто проводите мастер-классы. Вообще у нас народ к каким ароматам стремится чаще всего? Самый популярный, может быть, ароматы? Ну, там, кажется, не так прям отличается. Да, есть, конечно, у нас любимчики, которых люди прям обожают. Но это больше сладкие ароматы. Если мужчина выбирает такие там древесные, прям чтобы это такая мокрая древесина была. Девушки более сладкие, кому-то нравятся такие вот именно запахом кожи и так далее. Там уже на вкус и цвет. Но у нас еще можно, получается, смешивать аромат так, и тем самым придумать свой собственный аромат. Ну это так рискованно, я бы сказала, да? Не знаешь, какой в итоге получится. Ну, в принципе, таких плохих все равно никогда не получается. Да. Мы как-то вот тоже на корпоративные заказы приходили ну, вот, из компании, они сами как бы смешивали ароматы, и мы под их, получается, эти формулы делали там диффузоры, свечки, именно чтобы как бы ассоциировался с их брендом. Но людям нравится сейчас. У нас пока что хорошие отзывы. А так часто приходят к вам дети, например, может быть? Да, приходят. Но у нас почему-то целевая аудитория именно подружки. Допустим, приходит мамочка и говорит: вот, все, я уже типа сижу по уходу за ребенком, оставила ребенка мужу и шла отдыхать. В основном вот так приходят. Да, с детьми, конечно, и будут 5-летние, 4-летние дети. Так, все можно залить? Можно, ага. Да. В принципе. Сейчас, да, мы будем заливать. Я этот кофетель уберу. Сейчас вам нужно залить полностью. Вот сюда. Нам нужно еще залить поверх фитиля, вообще на сам фитиль тоже залить, потому что фитиль у нас деревянный, он будет впитывать в себя воск, и тем самым будет лучше гореть. То есть ровно, или я могу вот так по кругу как-то? Ну, по кругу не, на лучше в одну точку. В одну точку. Ага. Чуть-чуть, и все уже чуть по краю. И на сам фитиль уже. Тут граммовка уже полностью посчитана. Вы можете спокойно. Все, теперь ждем, когда она застынет. После застывания мы будем украшать свечку. Хорошо? Либо сейчас можете добавить блесточки какие-нибудь, которые здесь предоставлены. И что делать? Все берете и сыпаете. Пальцами, да? Да, ага. Лучше всегда работать пальцами, как будто бы. Это, получается, работает вся кора головного мозга. И все. А потом, когда подзастынет, все, мы еще там добавим. Ну что, наша свеча, да, через полчаса примерно, да, вот превращается вот в такое вот красивую массу, да, напоминает какой-то молочный такой мороженый коктейльчик, ну такой приятненький, да? Так, сейчас вы можете украсить свечку, получается, можно использовать сухоцветы. Так. Блесточки уже до этого добавили, ну тут уже без ограничений, также можно по студии походить, посмотреть, что вы можете взять. Там тоже иногда даже забирают отсюда, получается, с инсталляции, можно сказать. Прямо со стены беспощадно, да? Да, ну это очень тоже красиво. Хочется какую-нибудь розочку розовую. Прям чтобы она розовая была, да? Или вот прямо отсюда. Да, можно. Можем что-то отсюда взять, да? Да, сразу берете, отламливаете и забираете. Вот так. Вот так? Да. Ой, сыпется, да? Чуть-чуть. Покажите, как. Вот, да, софилка. И можете вот так поставить. Тут уже нет ограничений, только на ваше усмотрение. Главное, чтобы сухоцветы не были слишком близко к фитилю. Тогда вот оно может быть пожароопасно. Можно хоть по одной, либо вот так прям насыпать. Вот тут я покажу. Ну, мы сами, когда свечи делаем, мы берем, допустим, вот такой сухоцвет, берем и вообще прям отламливаем его и насыпаем на поверхность.
Ну, это уже у кого какой стиль, Угу. сам уже выбирает. Вкус, Вкус. цвет. Можно будет взять отсюда. Давайте. Даже, какой-нибудь цветочек. Такой. Прямо отрываю, да? Да, ага. И куда-нибудь подальше, да? Да, От фитиля, да? Ага, ну, его можно, получается, потом убирать. И при зажигании, получается, цветочек убрать. Да, а потом обратно поставить и так далее. Сейчас я вам расскажу, как за свечкой ухаживать. Да. Вот такая романтичная свеча получилась. Оп. Так, чуть-чуть подзастынет, и нам сейчас нужно будет убрать фитиль. Для этого нам нужен триммер для фитиля, специальные ножницы такие, непрямые. А фитиль должен быть примерно 5 миллиметров. Возьмите как ножницы. Одной рукой нужно держать фитиль. Так, и отрезать фитиль. Сейчас вот. Как отрезать? Да. Примерно сколько? 5 миллиметров, это примерно чуть вот столько. Вот так, да? И зажимаем. Ой, мамочки. Сильно. Ага. Все, идеально. Так, да? Когда этого не делала. Ага. Ну и наша свеча, в принципе, готова, да? Да. Даяна, ну пока наша свеча полностью застывает, да, интересно у вас спросить, вообще сегодня сколько видов свечей, их же очень много, да, я так понимаю. Вот вы сказали, вот это у нас на чем? Гелевые свечи, да? Это у нас на воске, да? Да. Ага, это у нас какие? Это тоже на воске, получается. Мы работаем на 3 видах. Контейнерный, формовой и гелевый воск. Гелевый воск получается вот такой прозрачный, который мы используем вот здесь. И кокосовый воск контейнерный, который вот в таких свечах. Также есть формовой воск, там где это он для саше делается. Ну, для примерно вот такие свечки, чтобы выходили, восковые фигурки выходили. А вот эти вот фигурки, интересно, это как? Это молд. Они вырезаются вами там отдельно, нет, да? Или нет, как? нет. Это получается готовый молд, мы туда уже заливаем. Все. Потому что вырезать он, это очень трудно и. Главное аккуратно вытащить, да? Да. Ага, Аккуратно ничего вытащить. не сломалось. Также делаем такие сердечки, это вот для украшения. Людям нравится вот какие-то вот такие делать. Миленькие такие детальки, да? Ага, добавлять. Вот. Это у нас что, облачко? Да, это облачко. Вот такие саше тоже делаем. Ну, везде вот свои ароматы, да? Да. Ага. А выводите ли вы как-то новые ароматы? Да, мы, получается, когда даже свечки сами делаем на продажу, мы обычно экспериментируем именно на ароматах. Можем смешать несколько ароматов и добавить. Получать что-то новое. Да, ага. Есть, конечно, вот постоянные, устоявшиеся, но у нас именно покупатель ориентируется на то, чтобы не именно, чтобы запах прям нравился, а у нас есть свечки с предсказанием, допустим. Когда свеча, вот первый слой топится, там входит послание, которое мы сами тоже чисто кладем рандомно. И, допустим, какие-то аффирмационные там надписи и так далее. Поэтому у нас аромат, они постоянно как бы меняются. Конечно, знаем, что нравится людям, но примерно все равно как бы экспериментируем. Да. Ну да, всегда интересно, да, узнать, что там интригует, да, как-то интригует, и вообще в повседневной жизни, наверное, каждому необходимо какие-то знаки судьбы услышать, да, вот на правильном ли мы пути находимся, да, ну и всегда приятно, когда вот что-то видишь, читаешь хорошее, кто-то говорит тебе хорошее, да, но это не может не заряжать, да. Поэтому классно, Даяна, что вы такое вот творите, несете в массы. Вот интересно, какие у вас дальнейшие планы? Я
услышала, что вы хотите расширяться, да? Да, вот у нас получается, мы уже не помещаемся в мастерской в нашей, тут маленькое пространство, и мы уже будем как бы приезжать в помещение побольше, точнее будет это помещение и именно отдельное помещение для мастер-классов. Также мы будем, получается, расширять виды мастер-классов, наш ассортимент тоже в продаже. Но это идет постепенно, это уже работа именно с командной. Команда у меня прям замечательная, все такие, хорошие девушки, да? Да, и мальчик тоже есть. Мальчик есть даже? И они прям хорошо пробуют мастер-классы, отзывы у нас тоже хорошие, вот именно на мастер-классы там пишут спасибо вот кому-то, этому мастеру, второму и так далее. Получается, мы будем расширяться и добавлять другие мастер-классы, хотим там добавить живопись, может какую-то там с полимерной глиной и так далее. Но это уже как бы с маленькими шажками. Ну вот и, Даяна, такой вопрос, да, вы уже сказали год будет. Вот в этой, да, в этом направлении работаете. Даже в нашей передаче мы довольно-таки часто делаем мастер-классы, да, разные мастера, девушки, хозяйки студий проводят нам мастер-классы по свечеварениям, тоже делали свечи много раз. И такой вопрос немножко как вот к человеку, который занимается бизнесом, насколько вот конкуренция большая сегодня, да, у нас в Якутии именно по свечам, потому что, достаточно много мастеров, которые занимаются этим делом. Как прям конкурентов считать? Я считаю их как за коллегами, типа как коллеги, да. Я знакомлюсь с другими девочками, которые занимаются свечками, мы все равно как-то контактируем, узнаем друг друга, потому что все равно у каждого свой стиль, у каждого свои индивидуальности, все равно они вообще друг на друга не похожи. Не повторяются. Вообще не повторяются. Поэтому у каждого есть свой клиент, допустим. Один клиент может прийти к нескольким мастерам. Насчет мастер-класса, не знаю, у нас есть поток клиентов, и хорошо нам доверяют. Получается, есть и другие мастер-классы, там, возможно, стиль проведения мастер-класса совсем другой, и поэтому прям такой конкуренции не чувствую. Не видите? Если даже есть, это все равно как бы точка для роста. Ты все равно как бы, если нет конкурентов, это значит, что эта ниша никак не популярная, там и заработать невозможно, получается. Именно вот в продажах у нас хорошие продажи. Я даже вот ходила на консультацию, посчитывая, можно ли на этом заработать и так далее. Рынок как бы свободный, можно сказать, поэтому я уже как-то более-менее к этому пришла. Да, многие люди спрашивают, говорят, разве на свечках можно заработать и так далее. Зарабатываем, нормально, хорошо. Хорошо зарабатываем. Даяна, вам огромное спасибо за этот чудесный, красивый мастер-класс. Приятно было с вами познакомиться. У нас в следующий выпуск мы непременно снимем, будем делать арома-саше, да? Арома-саше. Для белья, для шкафа. Там будем использовать другой воск. И покажем. Да, мы вам покажем обязательно. Даяна, еще раз спасибо вам, успехов. И до новых встреч, конечно же, да. И оставайтесь на телеканале Якутия 24.